Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Во Дворце спорта «Магаз» прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет памяти Героя России Алихана Калиматова. В Ингушетию съехались сотни лучших спортсменов со всей страны. В полуфинальных схватках выступили около 150 спортсменов в 5 весовых категориях. Всего у нас 10 весовых категорий, определят победителя. Ну, естественно, здесь будет отбор в сборную команду России, которые будут участвовать в сердце республики, где будет проводиться чемпионат мира. Исмаил Барахоев, одержавший победу над своим соперником, воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмат», признается, бой был нелегкий и заставил изрядно попотеть. Но Барахоев, получивший не одну награду, в свою победу верит. Для нее он приложил немало сил. 4 раза мы с ним боролись, 3-1. В прошлой России. В 22-м я с ним боролся, потом в 22-м еще. Из 3 на России боролся в Владивостоке. 1-1 был у нас. Потом два раза выиграл подряд. Для республики греко-римская борьба имеет большое значение. Именно здесь воспитывались такие олимпийские чемпионы, как Муса Евлоев и Назир Манкиев. Этот турнир это для нашей республики очень значимый турнир для развития именно спортивной борьбы и для популяризации спорта в регионе. Я думаю, это большой плюс, и мы для этого все делаем. Греко-римскую борьбу можно национальным видом спорта назвать, так как у нас есть 2 олимпийских чемпиона по греко-римской борьбе. Это не каждый может похвастаться. Горянки с джигитами своим зажигательным танцем задавали темп всероссийскому первенству. На торжественном открытии первенства России по греко-римской борьбе глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поприветствовал гостей и участников соревнований. Приятно сегодня видеть в Ингушетии такое большое и достойное собрание сильнейших молодых спортсменов со всех регионов и уголков России. Мы рады, что наша республика снова принимает у себя первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Особенно хочется приветствовать Донецкую область, Луганскую народную республику, Севастополь, Крым. Мы рады вас видеть среди участников. Это придает турниру особую силу единства и расширяет географию братских регионов. Отдельные слова хочу сказать самарской делегации. Я с теплом вспоминаю те годы, проведенные в этом регионе, и особенно рад вашему участию. Особое значение турнира имеет для меня, потому что он традиционно посвящен памяти Героя Российской Федерации Алихана Калиматова. Его имя стало символом мужества и самоотверженного служения Родине. Для меня, как для брата, важно, что молодое поколение воспитывается на примере таких людей, настоящих героев. Но у нас есть настоящие герои и сегодняшние. Поэтому хотел бы, чтобы мы, и молодежь особенно, равнялась на них. Наш президент не раз подчеркивал, спорт – это школа характера, воля к победе, умение работать в команде. Благодаря этой государственной поддержке создаются условия для того, чтобы молодежь могла раскрывать свои способности. Сегодня турнир – еще одно подтверждение этому. Я хотел пожелать участникам крепкого здоровья, достойных соперников и, самое главное, уверенности в себе, а всем гостям хорошего впечатления и настоящей спортивной атмосферы. Ингушетию на первенстве России представляли 15 борцов. В первый день соревнований выступило 6 из них. Организация первенства, по мнению многих участников, выполнена на высшем уровне. Условия для тренировок и проведения соревнований соответствовали всем современным требованиям. Условия на высоком уровне, я думаю, все довольны организацией проведения турнира. В заключительный день соревнований прошли финальные схватки в весовых категориях 60, 67, 72, 82 и 87 килограммов. По итогам в копилке сборной Ингушетии 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Высшую ступень пьедестала заняли Исмаил Барахоев и Рамазан Арабханов. Тем самым получили путевки на первенство мира. Серебро завоевал Турпал Али Мазаев, а бронзу Магомед Барахоев.
Центре одаренных детей «Олимп» прошел региональный этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», объединивший лучшие команды общеобразовательных организаций Ингушетии. По итогам соревнований победителем стала команда гимназии «Назрани», на втором месте школа «Детский сад номер 1» Магаса, на третьем Алгобекская школа. Команда, занявшая первое место, представит Ингушетию в финале шахматного турнира, который будет проходить с 1 по 11 июня в Сочи во всероссийском центре «Сириус». Ориентирование на местности и демонстрация физических возможностей – все это военно-спортивная игра «Зорница». Команды участников соревновались в селении Нестеровское. Конкурсы предусмотрели как командные, так и личные. Условия максимально приближенные к реальным. На площадке царил настоящий соревновательный дух. Многие испытания проходили одновременно. Участники маршировали, четко выполняя команды, показывая слаженность движений. Муниципальный этап игры в Ингушетии с каждым годом становится все масштабнее. Организаторы отмечают, что количество участвующих растет и интерес среди молодежи не угасает. Зорница проводится с 1967 года. Ее целью стало военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие дисциплины, выносливости и командного духа. Ингушские дзюдоисты показали отличный результат на соревнованиях по дзюдо в Железноводске, завоевав 13 медалей различного достоинства. Турнир проходил с 25 по 27 апреля. Золотые награды завоевали Ислам Азиев, Муса Чоджоев, Имран Эсмурзиев и Магомед Дазариев. Серебро получили Ибрагим Эсмурзиев, Осман Эсмурзиев, Адам Азиев, Джамалик Добриев и Абдурахман Азиев. Бронзовыми призерами стали Шамсудин Халухаев, Мухаммад Аушев, Идрис Мальсагов и Харон Добриев. Тренирует дзюдоистов опытный наставник Зураб Азиев. Воспитанники спортивной школы селения Троицкое отличились высокими результатами на престижном межрегиональном турнире по вольной борьбе, проходившем в Грозном. Наши ребята показали отличную подготовку и волю к победе, завоевав большинство призовых мест. Особенно выделяются первые места наших юных спортсменов Ахмеда Нальгиева и Сайфуллаха Ханиева, продемонстрировавших высокий уровень мастерства и техники борьбы. Остальным участникам турнира тоже удалось добиться высоких результатов, заняв почетные вторые и третьи места. На стадионе в Магасе прошел увлекательный турнир по мини-футболу, организованный Ингушской региональной организацией Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Соревнование объединило 8 команд от различных ведомств региона и стало значимым событием в спортивной жизни Ингушетии. По итогам напряженных матчей первое место заняла команда Министерства внутренних дел по Ингушетии, второе место сборная Центра специальной связи и информации ФСО России по республике, третье место спортсмены Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ингушетии. Кроме командных наград были определены индивидуальные достижения игроков. Победители и призеры турнира получили заслуженные награды, кубки, медали и грамоты. А теперь дайджест спортивных новостей мира и России. Петербургский «Зенит» потерял очки в матче с московским «Динамо», сыграв в ничью, а московский «Спартак» уступил в дерби ЦСКА в 26-м туре «Мир» российской премьер-лиги. Капитан и нападающий Вашингтона Александр Овечкин благодаря голу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против Монреаля вышел на чистое 35-е место по количеству очков в Кубке Стэнли. Барселона со счетом 3-2 после дополнительного времени обыграла мадридский «Реал» в финальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Севилье. Тем самым Барселона выиграла Кубок Испании по футболу в 32-й раз. Эдмонтон обыграл Лос-Анджелес со счетом 7-4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин Карен Хачинов обыграл американца Райли Опелку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Мадриде. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев одержал победу в заключительном поединке в карьере. Он выиграл у представителя Германии Артура Манна техническим нокаутом в 7-м раунде в 10-раундовом поединке. Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю. На втором месте расположился американский гольфист Тайгер Вудс, на третьем – португальский футболист Криштиану Роналду.
На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.